Уважаемый председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь, уважаемый генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, уважаемые главы делегаций. Рад приветствовать всех участников 15-й сессии конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Искренне благодарю уважаемого председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина за приглашение на такое важное мероприятие международного значения. Уважаемые дамы и господа, Кыргызская республика привержена целям Конвенции ООН о биологическом разнообразии и поддерживает проведение очередной сессии в Куньмине с целью решения насущных вопросов сохранения биоразнообразия нашей планеты. Очень важно, что наша встреча проходит накануне международного события 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, поскольку именно это явление стало одним из основных виновников разрушения флоры и фауны Земли. Свое видение по изменению климата мы обязательно озвучим в Глазго. На протяжении 3 десятилетий Кыргызстан остается на международной арене активным проводником интересов горных государств с целью решения проблем устойчивого развития и влияния изменения климата. В этой связи на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН я выступил с инициативой объявить 2022 год Международным годом гор, утвердить 5-летнюю программу по устойчивому развитию горных регионов и в 2027 году созвать глобальный саммит «Бишкек плюс 25». Уважаемые главы делегаций, с каждым днем мы все сильнее ощущаем негативное влияние изменения климата на нашу уникальную экосистему Великого Тянь-Шаня и Памира. По этой причине мы действуем совместно с заинтересованными государствами и предпринимаем адаптационные меры для защиты горного биоразнообразия. Успешной международной инициативой является защита от исчезновения такого благородного животного, как снежный барс. Напомню, что в 2013 и 2017 годах наша страна проводила Всемирный форум по сохранению снежного барса и его горных экосистем. Недавно Генеральная Ассамблея ООН поддержала нашу инициативу и приняла резолюцию «Природа не знает границ», которая в том числе отмечает важность многостороннего сотрудничества в целях эффективной реализации Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Вместе с тем, сегодня в Кыргызстане под угрозой исчезновения находятся 15 видов млекопитающих, 26 видов птиц, около 150 видов насекомых и свыше 30 видов других беспозвоночных. В нашей стране придается приоритетное внимание защите особых природных территорий и приумножению горных лесов, которые являются домом для многих животных и растений, занесенных в Красную книгу страны. В соответствии с международными обязательствами в рамках Конвенции ООН о биологическом разнообразии мы планируем увеличивать площади охраняемых природных территорий. Мы также выступаем за разработку и принятие под эгидой ООН специальной целевой программы по горным лесам. В этой связи обращаюсь к государствам-членам ООН и генеральному секретарю ООН с просьбой поддержать эту и вышеотмеченные международные инициативы Кыргызстана. Уважаемые участники, хочу обратить внимание на пагубное влияние человеческой деятельности на природу, ресурсы и биоразнообразие. Отдельно стоит остановиться на уничтожении многовековых ледников в результате недобросовестной работы иностранных инвесторов, которая подорвала целостность
и богатое разнообразие флоры и фауны наших гор и рек. Мы вместе должны противостоять такого рода неприемлемым бизнес-практикам. В заключение своего послания хочу отметить, что Кыргызстан открыт и готов к активному международному сотрудничеству, поскольку только совместными усилиями мы сможем сохранить биоразнообразие нашей планеты и достичь желаемого устойчивого развития в гармонии с окружающей средой. Благодарю за внимание.